Сегодня у нас в гостях сибирские бухарцы Зайтуна Тычинских и Альфред Бустанов. Сейчас они расскажут о том, как в Сибири живут татары. Зайтуна, вам слово. Такой обширный достаточно вопрос получается, как в Сибири живут татары. Татары живут, естественно, конечно, по-разному, наверное, так же, как и, в принципе, по всей нашей стране. Можете немножко географически начать, с точки зрения географии, сказать? С точки зрения географии, думается, что татарское население, в принципе, проживает на территории всего Зауралья, так же, как и по эту сторону, получается, Урала. Ну а что касается территории расселения, собственно, сибирских татар, то исторически сложилось так, что коренное татарское население, сибирские татары, они проживают на территории нескольких областей в административно-территориальном плане. Это Тюменская область, это Омская область, это Томская область, Новосибирская и частично, конечно, Кемеровская. Вот это ареал расселения сибирских татар. И вот на этой территории они проживают на протяжении уже многих столетий. А как обстоят дела с различными группами? Я слышу барабинские татары. Это что за деление, и есть ли еще похожие по уровню барабинским татарам? Дело в том, что по классификации известной Николая Аркадьевича Томилова все коренные сибирские татары делятся на несколько групп. Это три большие этнотерриториальные группы. Это таболо-иртышские, томские и барабинские. Вот как раз барабинские татары являются одной из этнотерриториальных групп. И так же, как, в принципе, две предыдущие, которые я назвала, они также делятся, в свою очередь, на подгруппы. Поэтому такая же ситуация, естественно, конечно, и у всех других народов. В частности, допустим, у тех же самых поволжских татар тоже есть деление на определенные такие этнографические группы, и поэтому мы говорим по поводу того, что сибирско-татарская общность, народ, он состоит, получается, из трех больших локальных территориальных групп, которые я назвала, это таболо-иртышские, самая многочисленная, это Томская и барабинские татары. Каждая из этих групп, естественно, конечно, имеет свои этнографические особенности, которые обусловлены, опять же, и местом расселения, и историческими, опять же, предпосылками, и, естественно, конечно, что смешением с теми народами, с которыми они контактируют. Я, честно признаюсь, у меня немножко поверхностное знание о татарах Сибири, но есть такая версия, что в 20 веке очень много татар из Поволжья и Башкортостана переезжали в Сибирь для строительства нефтегазовой инфраструктуры, да. Если сейчас в сообществе татар Сибири такое разделение, эти те, которые приехали в 20 веке? Собственно говоря, меня, конечно, немножко так удивляет этот вопрос, потому что я, судя по тем разговорам от своих казанских коллег, от своих казанских друзей, я поняла, что, в принципе, очень такое достаточно поверхностное представление о сибирских татарах. Мы честно признались, я честно признался. Я понимаю, Эльвир, конечно, это в этом плане. Поэтому я несколько так объясню. Дело в том, что действительно этногенез сибирских татар – это процесс достаточно сложный. Он, как и у любого другого народа, происходил на протяжении столетий. Что касается, опять же, сибирских татар, то и взаимоотношений с поволжскими татарами, то нужно сказать по поводу того, что поволжские татары, естественно, конечно, и сибирские татары, они поддерживали контакты на протяжении веков. И была такая общая татарская страта. Мы в своих исследованиях, опять же, с Дамиром Львовичем показали эти моменты, связанные, опять же, с военно-служилой знатью, которая вошла в состав этой страты татарской. А что касается уже, собственно, поволжских татар-переселенцев, то нужно сказать, что переселение это характерно не только для 20-го столетия. Дело в том, что это было характерно и для 17-го, и 18-го столетий, но по подсчетам, опять же, Николая Аркадьевича Томилова, количество поволжских татар к середине 19 столетия было немногим более 700 человек. Но здесь, конечно, нужно учитывать и моменты ассимиляции, это естественные процессы. Что касается, опять же, второй половины XIX века, то процесс, опять же, притока поволжско-приуральских татар в
в Сибирь в переформенный период он значительно усилился. И мы говорим о достаточно большом таком мощном притоке уже к концу XIX века, а в период столыпинских реформ в начале 20-го столетия поток переселенцев, устремлявшихся на территорию Западной и Восточной Европы, он происходит еще большими темпами. Следующий такой большой поток – это начало 20-х годов, когда был голод в Поволжье. Тоже многие семьи, избегая, опять же, положения, ситуации, опять же, в Поволжье, они бежали в богатую, как они считали, Сибирь. И естественно, конечно, что такой мощный поток переселенцев, он связан, опять же, с развитием нефтедобывающей индустрии как раз вот в 60-е, 70-е годы 20-го столетия. И поэтому, естественно, конечно, что татарское население, вот в этот период именно переселенцы татары стали достаточно такой мощной группой. И вот когда я в начале нашего сегодняшнего рассказа заговорила по поводу расселения, опять же, по татарского населения, то как раз вот на территории Зауралья мы говорим о расселении и поволжских татар-мигрантов, да, поволжско-приуральских, ну и также, естественно, конечно, коренного сибирско-татарского населения. Ну и буквально приведу некоторые цифры. Дело в том, что вот как раз вот к началу 20-го столетия примерно около 90 тысяч было коренных сибирских татар, и общая численность, получается, всех татар, по подсчетам, опять же, Подканова, это примерно 118 тысяч. То есть сюда, получается, входят и группы поволжских татар, и группы переселенцев, и группа, опять же, коренного татарского населения. Но тут еще не нужно забывать еще и о нас, о бухарцах, потому что многокомпонентный сибирско-татарский народ, он вобрал в себя, получается, значительную группу бухарского населения, представителями которыми вот мы в данном случае с Альфредом являемся. И в настоящее время, естественно, конечно, мы себя тоже осознаем и ощущаем как татары, и как и большинство, опять же, потомков бухарцев. Но вот я тоже приведу вот цифры о том, что вот как раз вот к началу 20-го столетия на территории Томской и Тобольской губернии там было расселено около 12 тысяч бухарцев. То есть это примерно 1/5 часть тюркоязычного населения Сибири. Альфред, вам есть что добавить? Вы согласны с Зайтуной? Здесь это не тот момент, когда нужно соглашаться или не соглашаться, здесь можно сделать наблюдение. И у меня два таких наблюдения. Одно связанное с ролью этнографии. Здесь уже звучало вот имя уважаемого Николая Аркадьевича Томилова и его схемы классификации сибирских татар. Собственно, вот человек посвятил всю свою жизнь изучению, этнографическому изучению сибирских татар. И надо сказать, что не последнюю роль в самосознании татар в Сибири или сибирских татар на сегодняшний день играют эти классификации. Потому что часто бывает такой феномен, когда этнографы, например, приезжают в деревню, спрашивают, задают свои вопросы, и местное население там очень бойко рассказывает про группы различных татар, что вот такие есть, значит, вот сякие есть, мы вот такие. А потом этнограф спрашивает, откуда у вас такие глубокие познания в этнографии? И, значит, достают из-под полы книги Валеева, Николая Аркадьевича Томилова, и, ну, это, собственно, это этнографическое знание выдают обратно. Поэтому... То есть ученые сконструировали, получается, различия? Я просто констатирую этот факт, что существует большое влияние вот этих этнографических классификаций, и не только на примере сибирских татар. То есть в целом вот для нас важно зафиксировать значение производства знания о этничности и даже терминологии самой. Этногенез, что вот это некая такая сущность, у которой есть своя история, она вот там, у нее есть некий генезис, да, использование вот этих слов, практически биологических. То есть мы говорим об этносе как о таком явлении, которое присуще природе. И слова вроде там это естественно, ассимиляция и так далее, они как бы часть вот этого лексикона позднесоветского дискурса о нациях. Это первое наблюдение, которое я хотел сделать. А второе наблюдение касается в целом вот нашего представления об истории сибирских татар. Как и, опять же, во многих других случаях, это история про миграции и про постоянное смешение вот этих групп, смену идентичности и постоянное такое гибридного состояния, когда
а субъекты во многом были предоставлены либо сами себе и как-то определяли свою самость, либо были вынуждены вписывать в себя существующие классификации. Например, известные сейчас вот переписью очень активно используемые метрические книги. Кто там как записан, да, в разных местах. Я специально не занимался, но видел некоторые метрические книги сибирских татар. И там, значит, несколько категорий есть. Есть ясаклы, то есть ясачные татары. Вот они себя пишут, что я такой-то, такой-то, ясаклы, там Ахмад, сын такого-то. Потом есть категория казанлы, то есть это вот те самые, которые переехали из Поволжья. Опять же, что значит казанлы? Они же не все из Казани переехали, да? То есть это вот какое-то поволжско-приуральское пространство. Там, например. Да, мишари это могли быть все что угодно. Про мишари, кстати, отдельно можно сказать. И третья группа это сарт. Сарт это вот как раз такой термин, обозначающий для переселенцев в Средней Азии. И там тоже ведь очень много разных групп могло быть. Это могли быть персоязычные группы, билингвальные, там, кочевники или оседлые жители, да, то есть внешний взгляд такой на Среднюю Азию, как вот на просто пространство некое, откуда к нам приезжают, значит, переселенцы, прямо как сейчас, оно такое несколько стигматизирующее, и, конечно, сарт очень условный термин, который пользовалась и имперская администрация, имперская этнография, и в советское время, к сожалению, или просто как бы как факт, констатация факта, проект сартов, он как-то не реализовался. У Сергея Николаевича Абашина есть целый ряд статей и исследований по этому поводу. Как бы сарты — нация, которая не получилась. Их было много там и в Средней Азии, их было много в Сибири, но они как вот часть вот этой признанной классификации, уже советского такого набора, она перестала существовать. Иными словами, у людей, которые могли бы потенциально себя связывать с этой идентичностью, у них исчезла эта возможность. То есть они не смогли себя больше, там, скажем, во второй половине 20 века записывать себя как сарты или как кто-либо еще. Там, да? Да. И с сартами, у сартов вообще очень интересная там, может быть, история, которая и там связана и с местными какими-то, да, и с сюжетами, и с поволжскими. Например, одна из таких тематик — это культ святых в Сибири. Тема такая очень была в свое время популярная, и коллеги активно ей занимались, связанная как раз вот с этим процессом исламизации, который как раз и происходил, кстати говоря, так же, как и в Поволжье, из Средней Азии. То есть вот эти суфийские группы, которые приносили с собой ислам, и одновременно, значит, культ вот этих святых могил, которые располагались в пределах бывшего сибирского ханства, они во многом служили такими форпостами как раз идентичности людей, которые в первую очередь ассоциировали себя не с этногенезом и не с татарскостью, а именно вот с этим ореолом и пространством ислама, как они его представляли, в локальном виде. И это пространство было очерчено вполне реально, вот топографически, ландшафтно, в виде вот этих деревянных срубов, где по легендам покоились праведники, которые впервые распространили здесь ислам. И эти могилы были символами, и по-прежнему во многом остаются таковыми символами, вот как раз такой особенной сибирской идентичности. Другое дело, что сейчас мы еще наблюдаем, уже довольно давно наблюдаем процесс национализации этих пространств, то есть к религиозной вот этой составляющей, сакральной, добавляется национальная, уже в стиле, так сказать, модерном и в стиле 20-21 века, когда, значит, люди, которые там живут, говорят, что это не просто сакральные места сибирских мусульман, но это сакральные места сибирских татар. То есть национальное и религиозное здесь так вот начинает сращиваться, чего мы там раньше, может быть, не видели. А про мишар тоже очень интересно. Вообще мишари, скажем, во второй половине 19 века, в начале 20 века сыграли очень важную роль в религиозной истории Сибири, потому что было несколько ключевых фигур, как раз вот из Мишари, которые переехали из Пензенской области. Например, Рахматулла Янгурази был такой известный преподаватель в Таре. Он был очень большого мнения о себе, ну и, похоже, о нем тоже были большого мнения. Вот, он оставил много произведений на разные темы, знал много языков, но в какой-то момент, похоже, поссорился с айтикинами, главными, значит, спонсорами всего этого дела.
и вынужден был ретироваться из Тары в Петропавловск. И там он скончался. Это было в самом начале 20 века. И у него был ученик Хамза Хазрат. Он тоже из Пензенской губернии, и он тоже был такой заметной фигурой, можно сказать, богослов и автор многих работ. То есть, когда мы видим на вот это пространство, когда мы смотрим на это пространство религиозной истории, истории идентичности в Сибири, то не получается как-то все свести к одному какому-то сценарию. Это сценарий неопределенности и множество факторов, где есть имперская или советская этнография, где есть религиозный фактор и вот эти вот параллельные нарративы об исламизации, и есть факторы там, миграции, движения людей, когда люди там выбирали каждый раз, кем они являются, к какой группе они себя причисляют. Вы знаете, меня очень интересует вопрос, чем сегодня живут татары Сибири или сибирские татары. Я буквально недавно посмотрел фильм «Джентльмен удачи», который был переведен на сибирско-татарский диалект или язык, да. И у меня к вам был вопрос. Вот ваше отношение и ваше представление о сибирско-татарском диалекте или языке, вот какое оно? Я понимаю, что вы, наверное, не филологи, не диалектологи, да, но мне вот интересен ваш опыт, ваше отношение какое. Как вы относитесь к этому проявлению культурному, можно сказать? Потому что фильм «Джентльмен удачи» просмотрело больше 10,5 тысяч человек. Это только ВКонтакте, в соцсети. То есть какой-то языковой запрос есть. Будем ждать, пока количество просмотров побьет рекорды оригинала. Вы вообще верите в перспективу этого языка и диалекта? Вы знаете, вопрос, конечно, очень непростой. Я думаю, что это родной язык для сибирских татар. И вот на уровне, опять же, общения, это тот язык, на котором люди разговаривают, который любят. И вот сейчас, ну, я думаю, что по соцсетям и, в принципе, по СМИ различным вы наблюдаете, что происходит активный процесс, получается, выражение, опять же, сибирско-татарскости, да? Вот я думаю, что вот эти вот моменты, они тоже связаны с такой вот, со стремлением самоидентификации значительной части, довольно-таки, получается, сибирских татар, определить себя и идентифицировать себя именно как сибирскими татарами. Поэтому, естественно, конечно, мы тут не филологи, и среди филологов тоже неоднозначное мнение по этому поводу, потому что и мои знакомые филологи, специалисты, некоторые из них определяют, опять же, сибирско-татарский язык как язык, некоторые определяют как диалект. Но я думаю, что это вопрос все-таки, наверное, не совсем, конечно, к нам. Но вопрос, но то, что, опять же, у людей есть такое живое стремление к сохранению своего родного языка, я думаю, что это очень хороший процесс. Сейчас вот у нас появились рэперы молодые, которые на сибирско-татарском языке, опять же, выступают и вот под молодежную, опять же, аудиторию стремятся это все донести. Есть те люди, которые стремятся сохранить сибирско-татарский фольклор. И это тоже, я думаю, что замечательнейшее явление для сохранения, опять же, этничности. И когда мы говорим вообще в целом о татарском этносе, то нужно сказать о том, что, опять же, этнос, и если говорим по поводу единого такого татарского этноса, это явление не такое, не одномерное. Оно должно быть именно сохранять вот эти вот все особенности, которые присущи каждой группе. Как они себя идентифицируют, мне кажется, это уже вопрос второй. Самое главное, чтобы они идентифицировали себя вот и сохраняли вот свое родное, то, что присуще им, стремились это сохранять, стремились не раствориться в более таком крупном этносе. Мне кажется, это явление достаточно такое здоровое и нормальное. Естественно, конечно, что есть здесь в этом плане и перекосы определенные, есть в этом плане и вопросы, связанные и с политическими моментами. Я думаю, что это разговор не вот такого только уровня там нескольких минут, поэтому это достаточно такой сложный вопрос. Но я думаю, что вот раз такая аудитория поддерживает, получается, и им интересен свой родной язык, то, естественно, конечно, что это достаточно хорошо. Это же совершенно не отрицает общую идентичность татарскую.
Просто у меня такое отношение, я просмотрел фильм, я в принципе его понял, может быть, 6-7% не понял, я татароязычен. И я задался вопросом, а насколько принципиально важно считать это именно языком? Почему, да, диалект, но мы же как бы не форматируем его, а прям настоящий литературный татарский язык, пусть остается сибирско-татарским диалектом. Почему важно именно как язык его считать? Ну, я думаю, что здесь Альфред уже затронул моменты, связанные, опять же, и с вопросами, связанными и с научными школами, и с наукой, и с классификациями, и прочими Опять моментами. ученые что-то намудрили? Но я думаю, что не намудрили, я думаю, что они пока разбираются. Альфред, а у вас какое отношение? Ну, это же понятно, что как бы зачастую за каждой научной позицией стоит идеолого-политическая позиция. То есть, вот, когда я учился в Омске на историческом факультете, так сказать, бастионе сибирской этнографии, нас учили, что вообще сибирские татары — это отдельный народ. И, значит, все эти поползновения казанских этнографов и ученых, не будем показывать пальцем, они, значит, вообще несостоятельны. Это все против, там, чуть ли не России, против единства и так далее. Ну, понятно, то есть так вот. И была такая пропаганда еще, что вот учат, значит, татарский язык в школах в Омской области чуть ли не как иностранный. И вообще вот когда мы ездили в этнографические экспедиции, якобы, значит, респонденты говорили, что они ничего не понимают, когда им там преподают. Здесь есть интересная такая проблема. С одной стороны, понятно, как бы, ну, мне понятно, почему так говорилось. Особенно стало понятнее, когда те же самые люди во время языкового кризиса несколько лет назад выступали по центральному телевидению федеральному и говорили, что нельзя заставлять детей изучать неродной для них язык. Я так думаю, где-то я это уже слышал. Примерно от тех же людей, такого в аудитории. Да? Очень интересная позиция этнографа, когда он, значит, непосредственно вступает в политическое поле. Кажется, это немножко плохо. Дурно пахнет. Вот. А с другой стороны, здесь есть, ну, не то что объективная сторона, а очевидно, высокая культура, литературная культура, представленная некогда городскими центрами вроде Казани, Оренбурга, Уфы, да, из которых шел театр, из которых шли книги, да, вот, скажем, на протяжении 19 века, начала 20 века. По, опять же, некоторым вполне понятным причинам, смены графики, изменения языка, репрессий, эта высокая культура, она практически перестала существовать, либо была полностью маргинализована. И в глазах многих людей на окраинах она оказалась, она оказалась недоступной, и вот эти самые диалекты, там в кавычках, и группы татарского народа, они оказались предоставлены сами себе в этом смысле. Максимум, на что они могли рассчитывать, это вот занятие татарского языка в новом таком советском ключе, алифба, новая советская литература, вот этот соцреализм, да, это оказался максимум. То есть для них татарская советская культура, она практически создавалась заново. И в каком-то смысле можно понять, что она была чуждой там, потому что это как бы вот вновь создавалось. Если они там на протяжении десятилетий, столетий вырабатывали некую общую письменную культуру с другими группами татар, которая основывалась на арабской графике и на соответствующей терминологии, да, и на религии, не последнее место здесь нужно отметить, то в какой-то момент это все исчезло, и особенно ярко вот это отсутствие объединяющей высокой культуры, мне кажется, видно сейчас. Потому что вот я часто общаюсь с молодежью из разных регионов, и мне говорят, вот мы там молодые татары в Петербурге, или мы молодые татары в Пензе, или мы молодые татары там где-нибудь в Тюмени. Мы не понимаем, почему мы татары. Как бы вот что такого вот в нашей культуре повседневной, что нас отличает от других народов. Потому что мы, в принципе, одинаковые же. Да? Ну, какое-то вот там представление есть о том, что вот какая-то общая культура, но непонятно, из чего она состоит. Ни каких-то имен объединяющих, ни каких-то основополагающих произведений, там, литературы. То есть это вот реалии, которые сейчас есть.
А когда людям немножко приоткрываешь вот эту историю, да, даже письменную историю того, что вот в рукописных источниках там, 17, 18, 19 веков у разных групп людей, которых мы сейчас называем татарами, практически не найдешь диалектальных особенностей. Настолько мощная была вот эта письменная культура, что этот язык, вот он был общий. Да, может быть, какие-то нюансы добавляли от себя, там, слово, какие-то моменты, которые отражали местную специфику произношения, но в целом, вот я работаю с текстами, эти тексты одинаковые везде, от Иркутска до там, Хельсинки и Багрудалика в Турции. Единая культура. Как она выглядит визуально, вот эти тексты, как они выглядят, как они, репертуар сочинений. Более того, изменения, со временем ведь происходят изменения, да, в культуре, они тоже одинаковые во всех этих районах. И, безусловно, вот если говорить о научной составляющей, то вот этот аргумент для меня, он мощнейший. Что вот общая высокая культура, она существовала, она как раз держала все эти группы вместе. А как только общая культура перестала существовать, из-за того, что многих людей поставили к стенке или сказали, что давай-ка ты, братец, поезжай на Беломор-канал, а мы твою библиотеку сожжем, а детей твоих на мороз выгоним, то люди остались как бы вот без наставников, без культуры и, собственно, вот с балалайкой в обнимку. Это печаль, это трагичная история. И наблюдать вот эту национализацию на окраинах или там вот эти процессы формирования национальных нарративов у разных групп татар грустно, потому что это как будто бы намеренный отказ от даже попыток Реанимации? Да, реанимации или хотя бы дать себе волю подумать о том, чем же может быть эта новая высокая культура, которая бы объединяла. Я во многом соглашусь с вами, да, потому что действительно это во многом так, потому что происходящие процессы, которые сейчас, но опять же, мне кажется, это тоже какое-то определенное цепление и стремление поиска формирования вот этой идентичности, которое происходит сейчас, оно именно связано с поиском, опять же, себя. Я во многом согласна с Альфредом, потому что действительно утрата, опять же, высокой культуры, она привела вот к сегодняшней ситуации. Но, однако, мы имеем вот реалии сегодняшней политической ситуации, и поэтому вот то, что мы видим, такое национальное возрождение, скажем, так на территории, опять же, различных групп и татар, вот это вот и формирование крещен, так, допустим, и у тех же самых, и у нагайбаков, как отдельный народ, и у сибирских татар, и так далее, оно немножко так вот напоминает стремление как бы освобождения от некой колониальной зависимости и гнета казанских татар. Это, конечно, очень забавно, с одной стороны, смотрится, но почему-то вот она направленность вот именно такого рода. Хотя вот не только на уровне, опять же, высокой культуры, я думаю, что здесь это уже отдельный такой момент, но и на уровне и бытового общения, в принципе, и поволжские татары, и сибирские татары активно общались и общаются, и, в принципе, многие и сибирские татары считают себя просто татарами. Нужно сказать, что те процессы, которые происходят на сегодняшний день, формирование, опять же, я прибегну к тем нашим привычным этнографическим словам и терминам, формирование, опять же, народа, этногенез, он не заканчивается, потому что этот процесс, он происходит и сегодня, особенно с таким активным притоком, опять же, поволжско-приварских татар в составе опять татарского населения Западной Сибири. Поэтому вот сейчас вот получается так грубо говорить и грубо делить, получается, и проводить некий такой водораздел и в сегодняшних тоже условиях, уже обрисованных достаточно красочно Альфредом, мне кажется, не нужно. Поэтому здесь все это очень неодномерно и очень неоднозначно. Дамир, скажите, пожалуйста, что нам делать с сибирскими татарами? Вот я хотел бы как этнолог сначала сделать некоторые замечания к тому, что было сказано. На самом деле ситуация с очень давних времен
довольно интересное. Вот о взаимоотношениях тюркского населения по Волжье и Западной Сибири. Я, например, как этнограф, ездивший по Западной Сибири, по Тюменской области, помню, что были некоторые деревни, которые населены сибирскими татарами, ну, все, язык там, все свое. Но когда начинаешь смотреть культуру, внезапно появляется старинный элемент заказанского ткачества. Но в других местах нет, здесь есть. Они себя считают сибирскими татарами. И я думаю, что это не случайное явление, свидетельствует о том, что какие-то переселения были населения. И это на самом деле, я могу привести еще кучу примеров, вот только на двух остановлюсь. Вот в Агайском районе есть селение Пикатин, Тогус. Так, если при Урале взять, то в узкой волости существовал в бассейне Иш в районе Агрыза. А рядом башкирские материалы показывают, что Бекатинская волость существовала там, где примерно сейчас, раньше был Бирский уезд, то есть север Башкортостана, вот эта территория. Ну, я уже не буду говорить, что есть вот аялинцы, которые и там, и тут существуют, как родоплеменная группировка. Поэтому башкир считает аялинцев башкирами, а сибирские татары это сибирские татары. А в аялинском предании говорится о том, что они вышли где-то из-под Бухары. И иногда задумываешься, вообще переселение откуда шло? То ли из Западной Сибири сюда, то ли отсюда туда переселения шли. Поэтому говорить, что мы имеем дело с укорененными группами, которые вот все время жили только там, и они совершенно изолированы, не приходится. И потом вот насчет этнических процессов очень интересное наблюдение. Есть известный директолог Дмитриева написала работу «Язык барабинских татар». И вот она там приводит интересное вводное замечание, она там работала. Барабинцы, которые считаются самой изолированной группой сибирских татар, далеко живут там, очень древние корни имеют, барабинцы сказали: нас уже нет, мы умерли. Как? А вот приехали там татары из вот нашей, мы перемешались, и мы уже не те, что были, нас сейчас нет. И вот омские этнографы изучали генеалогию барабинских татар, современность изучали. И оказалось, что почти половина барабинских татар перемешались с поволжскими. И язык трансформировался, и сама группа тоже трансформировалась. То есть не такая уж она изолированная была? Оказалось. И такая ситуация есть в ряде других мест тоже, поэтому сибирских татар рассматривать как совершенно оторванную от общетатарской массы группу не приходится. Это там в городских условиях происходит смешение. Даже когда сибирские татары уезжают там на нефтеразработки, там уже полно поволжских татар, там тоже происходят такие вот взаимоотношения. И, может быть, сейчас, конечно, это не процесс этногенеза, этническая история продолжается, поэтому есть процесс формирования вот некой новой общности, некого нового состояния, и там языковые факторы тоже присутствуют. Вот я согласен с коллегами в том, что действительно вот произошел перерыв в культурной традиции. Тут надо четко понимать, что дореволюционная вот языковая ситуация на высокой страте, письменный язык, он был один и тот же. Это же тот же самый золотоордынский язык письменный, который фигурировал там от Алтая до Дуная. И поэтому эта рукописная традиция продолжалась. Она могла иметь некоторые там локальные особенности, потому что разговорный язык и надо проникать в письменные тексты. Но в целом это одно и то же. И такая традиция существовала вплоть до формирования национальной общности, когда национальный язык возник. Но нам до конца раскрутиться мы не смогли, советский период наступил. Но тем не менее, многие почему-то не задумываются, советские школы, где родной язык преподавали по закону, советские школы базировались на старых дореволюционных традициях. Это тот же язык, и во многих случаях те же самые преподаватели остались, они просто перековались. И поэтому, пока вот эта традиция немножко продолжалась, особых вопросов не было. Там сибирские татары Тукая читали, поэтому знали прекрасно и эту общую культуру, и оттуда черпали, скажем, наши ученые и тексты, вот знаменитый Идиген записан среди сибирских татар, по большей части, и как бы это стало общенациональным достоянием. Но потом вот случилось самое плохое, начался процесс, где-то с конца 40-х годов, процесс усиления русского фактора, это сталинская политика была специальная,
и школы понемножку начали закрываться. У меня вот даже рассказка была, на тему не закончила, она просто показала, как постепенно татарские школы закрываются и исчезали. Русские школы их заместили. И что произошло? Литературный язык практически, который был общим достоянием, отсюда перестал поступать, а разговорный язык остался. И вот бедные сибирские татары, у них диалектальные различия довольно существенные, они уже несколько поколений, уже фактически, 2 поколения точно, они не имеют доступа прямого к литературному языку, в школе преподавания нет. Татарски разговаривают. И они из-за такого состояния стали думать, что надо диалект поднимать на уровень литературного языка. Но ситуация довольно уникальная. Я думаю, что можно пытаться это делать, но я не уверен, что это принесет какую-то ощутимую пользу. Наоборот, может получиться так, что и общую литературу они не усвоят, и свой не успеют поднять, и вот русский фактор их перекроет, и они обрусеют просто в языковом отношении. И это довольно печальная ситуация. Поэтому высокая культура, это же национальная культура, она, как бы сказать, общая для всех. Это не есть порождение казанских татар, это там мишарский диалект участвовал в формировании литературного языка. И вот древние старые формы тоже проникли, они же остались, старый литературный язык, он тоже участвовал в формировании нового литературного языка. И нельзя думать, что там сибирские татары не участвовали, потому что у меня даже дискуссия была с известным лингвистом сибирско-татарским Софией Исхаковой, когда она начала говорить, что вот переходим на латиницу и будем формировать новый сибирско-татарский литературный язык. Я говорю, а что у вас раньше не было? Как, говорит, вот мы сейчас формируем. А я говорю, а старый язык, на котором рукописи написаны, это что, не ваше, что ли? Это тоже общее достояние. Оттуда корни идут, и там культура заложена. Поэтому вот современная ситуация, она отчасти искусственно создана и пока не преодолена. И вот даже тот знаменитый подход, который сейчас заложен, что родители выбирают язык. Сибирские татары могут выбрать диалектальный вариант. Но, извините, для начала хотя бы алифбу надо сделать на этом диалекте. Это же, во-первых, сибирско-татарские диалекты различаются между собой. Вот известный лингвист Диляра Тумашева из сибирско-татар, кстати, она не говорила, что существует один диалект. Там несколько диалектов есть, реально существующих. И когда ты начинаешь из этих диалектов делать один литературный язык, возникает вопрос, что за основу взять, как это сформировать. Она вот там рассказывала, она вот сажала учителей, и они спорили, какое слово выбрать в качестве литературного варианта. Она пыталась сделать литературный сибирско-татарский язык, Тумашева, и каждый предлагает свой вариант, спорит, потом в конце говорит, давайте оставим вот то, что у нас уже было, то есть литературный язык, вот свекла щегендер, это так и оставим. Потому что не договариваются, у каждого свои специфические особенности есть. И вот тоже очень интересный вопрос. Это же многие вещи связаны с ментальностью населения. Вот, к сожалению, сегодня разговор не зашел на эту тему. Сибирские татары имеют весьма своеобразную культуру, очень древнюю. И там есть до сих пор элементы, которые как-то существуют в бытовой жизни. Вот я в 90-м году работал в заболотных татар и обнаружил, что в некоторых домах до сих пор есть курчаки. Это вот дух дома фактически, и хозяйка дома туда регулярно кашу ставила, кормила курчака, но этот курчак же, он был характерным элементом старой тюркской культуры, и он у казахов существовал, у других тюркских групп существовал. К сожалению, вот как бы для нас это не существует уже сейчас, но для сибирских татар существует, и я знаю, что в других ареалах тоже есть, даже в лесу могут курчаки находиться, они туда ходят и курчака кормят. И вот очень старинный элемент культуры, до сих пор функционирующий. Вот есть потомки шейхов в Сибири до сих пор. Они реально знают, вот я с ними разговаривал, они на полном серьезе рассуждали на тему о том, что когда наступают трудные времена, они обращаются к своим предкам, у них есть вот родословная цепочка такие, поддержка приходит, говорит, всегда. Они так объясняли мне. Но у нас такого элемента нет, у сибирских татар этот элемент до сих пор живой. Отчасти может быть связано с тем, что там исламизация была более поздней. Вот Альфред здесь рассказывал, что мишари сыграли важную роль, но на самом деле
Вот американский историк, мой хороший знакомый Ален Франк, написал интересную статью о исламизации барабинцев. Там в начале 17 века уже имамы были, но я там присмотрелся, нашел материал 18 века, это были мишени как раз, которые там внедряли исламские ценности, уже привезенные отсюда. Вот, конечно, контакт с Бухарой тоже сохранялись. Вот есть документальные материалы же, в 30-х годах 19 века еще некоторые представители сибирских татар получали сертификаты о том, что они принадлежат к накшбандинскому тарикату из Бухары или из Каканского ханства, могли вывести такие сертификаты. То есть контакты вот эти старые, бухарские, сохранялись. Но они же и у нас тоже были. Наши все ездили учиться в Бухару. Это было такое общее пространство культурное, да, оно, как сказать, для нас общее. У нас мы в одних и тех же тарикатах сидели, у нас одни и те же святые, они вот в наших литературных произведениях среди все записаны. Просто некоторые современные молодые люди, которые вот оказались оторваны от этой культурной ценности, они вообще не представляют это. Но вот что интересно, глобализация имеет и отрицательные, и положительные стороны. И вот даже если сибирские татары, они из-за оторванности как-то себя начинают ощущать особыми, молодежь, которая сидит в этом общем пространстве, он все равно чувствует, что что-то здесь есть общее, потому что они общаются между собой, они читают одни и те же вещи, видят вот исторические реалии. Это же, если взять наши исторические произведения там, или же то, что связано с нашей историей, ты отчетливо видишь, что сибирские татары вовсе не оторваны от общей массы. Они функционировали, туда-сюда ездили их предки, Шибанидзе сидели в Казани там. Потом Кучум, когда начал править, он при Урале приходил там, Ясагдар сыграл. Это же совершенно не случайное явление. Вот эти буркуты, из которых были тайбугиты, они и в Приурале сидели. Есть материалы конкретные по этому поводу. Поэтому, конечно, реально различия в культуре всегда есть. Я, например, как этнограф полевой могу сказать, я проработал больше, чем 500 населенных пунктов. По Волжье, даже если ты в некоторые мишарские селения заходишь, с первого раза даже не поймешь их разговорную речь. Там другая мелодика, некоторых букв нет. И через 3 дня начинаешь понимать, что это тот же самый татарский язык, но с некоторой модификацией. С сибирскими также. Там, конечно, специфики есть. Но в ряде случаев мишарский диалект сильнее отличается от казанского, чем сибирско-татарский разговорный язык. Поэтому здесь говорить, что вот мы совершенно другие, не приходится. Мы только что приняли решение о создании музея в Тюмени пока сибирско-татарской культуры и истории. Это решение нашего президента. Он там поехал в Тюменскую область, побывал в 2018 году, и такое решение было принято. И вот мы там хотим показать все богатство сибирско-татарской культуры, но и переселенцев тоже отразить, как один из компонентов. И вот в итоге Татарстан, ну, казахский татар, можно сказать, будет участвовать в формировании вот этой музейной площадки. И я думаю, что это как раз вот и есть проявление, так сказать, национально высокой культуры, когда все участвуют в формировании вот культурного пространства. При этом, конечно, не забывая локальные различия. Они должны сохраняться, и даже очень важно это. Вот японцы постоянно страдают из-за того, что слишком однородная культура. Потому что культурные различия позволяют обогащать культуру в целом. Это развитие. Да.